Вклад академика Анаса Махмутова в стратегическое развитие Башкортостана обсудили в Баксу. Здесь состоялся круглый стол, в котором приняли участие экономисты, руководители органов государственной власти, а также близкие. Обсудим наследие академика Махмутова вместе с ректором Баксу Ильгизом Козырголовым. Ильгиз Раянович, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, в чем заключается наследие академика Махмутова? Сразу все одним предложением не скажешь. Анас Хусайнович Махмутов был разносторонним человеком. Он работал и в системе ВЛКСМ БССР, был и первым заместителем министра культуры, и поработал и в сельхозинституте, долгое время был заведующим кафедры Башкирского государственного университета, ну и был первым ректором Башкирской академии госслужбы и управления, и в структуре академии работал. Поэтому его и научный вклад очень большой, и пока, может быть, до конца не оценен. Ну и он участвовал в различных организационных таких важных мероприятиях по линии культуры, а также по развитию социально-экономического развития Республики Башкортостан. Как раз вот это все стороны его работы было темой круглого стола. Вот круглый стол состоялся спустя 40 дней со дня смерти Анаса Махмутова. Какие ключевые вопросы вошли в повестку, да, и какие решения приняты? Ну, к сожалению, во время пандемии на похоронах специально мы не стали большую такую информацию распространять, а место похорона, времени, чтобы слишком много народу не было. Но тогда же приняли решение, чтобы вот это вклад как человек, какой он был, чтобы поговорить, чтобы решили собрать, организовать вот этот круглый стол. И на круглом столе как раз смогли присутствовать и те люди, которые по тем или иным причинам не смогли быть на похоронах, родственники и представители органа. Ну и считаем, что такие мероприятия это не разовые должны быть, а, наверное, ежегодные. На круглом столе было принято решение, что будем проводить ежегодные махмутовские чтения, где будем обсуждать вклад академика Махмутова в социально-экономическое развитие республики и обсуждать его научное направление. Кто может стать участником таких чтений и когда уже можно подавать заявки? Точный месяц проведения мы еще не определили, или же это будет сентябрь 2021 года, или же январь 2021 года, потому что вот 15 января недавно относительно мы провели его 90-летие. И тогда же был вручен орден Салавата Юлаева по решению главы Башкортостана Радия Хабирова. Да. И время пока определяется. Мы не хотим пересекаться, например, гайдарскими чтениями, где экономисты всех страны собираются, может быть, чуть-чуть раньше, может, в декабре. Ну, еще мы решаем этот вопрос. Ну, об этом будет объявлено позднее, поэтому... Да, как любая конференция, мы программу составим, и определим перечень участников, и данная информация будет распространена. Ну, Анас Махмутов автор более 250 работ. Вот какие вы могли бы отметить, что вам было полезно и интересно? Ну, например, вчера на круглом столе обсуждался вопрос о том, что он еще много-много лет назад программа развития вот этой зоны Стерлитамак, Салават и Ишимбай уже давно в его научных трудах было. И вот то, что создание новой экономической зоны Стерлитамак, Салават, Ишимбай основывалось на его научных трудах. Это для меня тоже некое открытие было. Ну и, кстати говоря, сейчас вот этот узел, про который вы говорите, нефтегазохимический, также будет обсуждаться на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе с 15 по 18 сентября. И там рассматривается реализация инвестпроекта стоимостью 300 миллиардов рублей. Согласны ли вы с мнением, что Анас Махмутов человек, который опережал свое время? Безусловно. Вчера также с близкими родственниками, теми людьми, которые до последних дней его жизни занимались с ними научной деятельностью, определяли перечень таких набросков, научных направлений, которые он, в мыслях у него было. И там много таких идей, и, может быть, не все еще даже записано, но, безусловно, можно сказать, что он опережал время. То есть сейчас мы работаем над
теми направлениями, которые он, может быть, 10 лет назад еще придумал, а то, что он ну, последние дни жизни, может быть, там, или он еще, помимо нашей академии, еще в Академии наук работал в Институте стратегических исследований, там, что заложил научное направление, я думаю, еще будущее это покажет. Игорь Ильич, такой вопрос. Вот Баксу, в котором вы руководители, его создал одним из авторов его создания был как раз Анас Махмутов. Как вы считаете, какие ключевые фундаментальные вещи были заложены, да, при создании Баксу? И ну, вы имели же возможность общаться постоянно. Вот какие человеческие качества, может быть, вы могли бы отметить, профессиональные качества, которые вас удивляли, восхищали? Он был первым ректором Башкирской академии госслужбы и управления. Он с нуля создал это учреждение. Вот в начале 90-х годов нехватка кадров была, потому что была немножко другая подготовка кадров для партийных работников была. А здесь нужны были новые профессионалы, новые экономисты для развития республики. И как раз инициативные люди как раз во главе с Анасом Хусаиновичем вот решили создать эту академию. Анас Хусаинович занимался развитием материально-технической базы, подбором ведущих преподавателей, определением научных направлений. И до последних дней жизни он очень, всегда интересовался жизнью академии. Я несколько раз бывал у него дома, созванивались, советовался по основным таким ключевым направлениям развития вуза. Он очень был человечный, потому что всегда открытый, всегда что-то посоветует, словом поддержит. И он очень был рад, когда он узнал, что наша академия прошла процедуру государственной аккредитации и объявили новый прием. Как сегодня живет Баксу? И я знаю, что у вас состоялся конкурс по президентский конкурс. Вот каковы итоги? Прием в этом году успешный по сравнению с последним приемом, который был еще в 2016 году, например, по заочной форме обучения бакалавриата на 10-15% выше показатели, по магистратуре на 20-25% выше показатели. Вот вы начали говорить про президентскую программу подготовки управленческих кадров. Нужно сказать, что Анас Хусаинович был первым президентом консорциума образовательных учреждений высшего образования по подготовке современных менеджеров. Вот этот проект существует уже 23 года, он успешен. Работа Республики Башкортостан, она как бы считается по показателям, наверное, одна из лучших, пятерку лучших в стране входит. И как раз те направления, которые заложил Анас Хусаинович, то ли это академия, то ли президентская программа подготовки управленческих кадров, то ли это журнал экономики управления, они так основательно он заложил основу, что эти направления сохранены и развиваются. Какой эффект получает система управления Башкортостана, государственные органы власти, вот с помощью такого инструмента, как Баксу? Баксу всегда был кузницей кадров для государственной, гражданской и муниципальной службы. Сейчас прорабатывается вопрос возвращения обучения действующих государственных гражданских служб за счет выделения бюджетных мест. Еще давно такая практика была. К сожалению, на уровне муниципальных образований, на муниципальной службе, может быть, недостаточно квалифицированных специалистов, имеющих профильное образование, управленческое, экономическое, юридическое образование. Также по проценту людей на муниципальной службе, имеющих высшее образование, мы, к сожалению, находимся в одних из последних мест в Российской Федерации среди субъектов. Поэтому этой проблемой нужно заниматься, и нужно заниматься системной подготовкой кадров. И все-таки основной вопрос – это наследие академика Анаса Махмутова. Насколько оно изучено сегодня, да, и что мы можем еще сделать, ученые, студенты? Я уже сказал, мы решили проводить ежегодно махмутовское чтение, где мы будем как раз изучать все направления научных исследований, и даже решили ежегодно публиковать книгу по работам академии.
Махмутова. Кроме этого, у нас же журнал есть «Экономика управления», Ваковский журнал, и там мы публикуем, и один номер в этом году мы посвятили его юбилею. В Институте стратегических исследований новый журнал начал выходить, и тоже вчера на круглом столе сказали, что один из номеров посвятят наследию Анаса Хусаиновича Махмутова. Ну и я точно знаю, что 14 докторов наук было у Анаса Махмутова. Кроме того, среди его учеников сегодняшние депутаты Госдумы, депутаты Курултая. Вот что они говорят, что они предлагают? Ну, предложений было много. Действительно, у него очень много учеников, и предлагали создать, сделать премию Махмутова. Ну, это, наверное, сложнее, но было предложение также сделать, если, например, Вольное экономическое общество, создать свою медаль имени Махмутова. Это, я думаю, было хорошее предложение. Потом в нашей академии мы планируем в следующем году открыть аудиторию, хорошую аудиторию для студентов имени Анаса Хусаиновича Махмутова. То есть, я думаю, еще будет много предложений и много идей, которые в будущем будем реализовать. Ну и я думаю, что в эфире башкирского спутникового телевидения телезрители смогут узнать в будущем тоже о ваших решениях. Спасибо большое, Ильгиз Раянович. Я напомню, что сегодня гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был ректор БАКСУ Ильгиз Казыргулов, и мы говорили о наследии академика Махмутова. Оставайтесь на БСТ.